Время остановилось. Тишина. Кладбище Самосырова. Здесь, как на любом кладбище, не принято говорить. Но нас согласились сопроводить. До свежих могил еще метров 500. На самом краю, на грани между давно умершими и живыми. Ковидных очень много, и смертность на 30% где-то выросла за ковидный год. То есть у нас до этого где-то 800-900 в год было. В том году 1300 погребений за год. Вот здесь, под самым солнцепеком, вырос целый подземный город. Чем свежее захоронение, тем больше молодых. Раньше для этого требовались десятилетия. Безусловно, мы не знаем, от чего умерли все эти люди. Никто не знает, кроме родственников. Но есть официальная статистика. По данным Росстата, только за июнь этого года в Татарстане 388 человек умерли от ковида и, возможно, от ковида. Это в 32 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В данные Росстата также не попали люди, которым так и не был поставлен официальный диагноз. Тех, кто остался дома, тех, кто покинул этот дом намного после. По реанимации где-то приблизительно около 50% поступающих в отделение реанимации погибают в итоге. Еще надо иметь в виду, что многие пациенты погибают даже после выписки из госпиталя. То есть последствия у коронавируса очень выражены, и то есть даже успешное излечение в условиях инфекционного госпиталя, выписка домой – это еще не гарантия того, что пациент в ближайшие полгода-год останется жить. Многие погибают дома, либо повторно поступают в больницы, уже не в инфекционные, с осложнениями, и там тоже очень много летальных исходов. Здесь нет оград, их сейчас запретили, и пока нет памятников. Вообще это очень сильно напоминает такую большую, общую братскую могилу. Это свежие могилы 20-21 года. Здесь очень много молодых людей 60-х, 70-х, 80-х годов рождения. То есть это от 30 до 50 лет. Это уже мусульманское кладбище. Среди надгробий сконцентрировались тысячи судеб, забытых имен и незабытых лиц. Мы не знаем, как они выглядели, о чем думали, мечтали, были ли любимы или любили сами. Вот кем-то забытая заросшая могила. А это, вероятно, молодой отец, не забытый своим маленьким сыном. Пока мертвые покоятся с миром, у живых много работы. Ритуальщики толком и не знают, связано ли это с вирусом или нет. Говорят, самый пик пришелся на начало и середину лета. Ковид вкупе с жарой и хроническими заболеваниями, и вот родственники уже прощаются лишь с крышкой гроба. Выдают из другого бокса тела умерших, соответственно, провожать людям не дают. Вот. И, соответственно, все остальные процессы, то есть это вот по обрядам, мулла также может почитать, например, после уже захоронения. И заочно также могут отпеть, то есть умершего. Выдается в закрытом гробу, то есть тело умершего. То есть родственники не смотрят, не дают им смотреть, то есть как бы не разрешают им открыть гроб. В процентном соотношении, может, если по тем годам смотреть, где-то 15-20%, наверное. То есть увеличилось, да. Юдинское кладбище. Мы пробыли там час. За это время землекопы подготовили несколько могил, состоялись одни похороны. Кладбище старое, но почему-то на каждом углу свежие захоронения. И совсем юные ребята, и целые семьи. Но в 2020 году это был июнь и октябрь.
Там было значительно больше похорон. Ну, в среднем где-то, если на 3-4 похороны в день. Но в последние годы больше стало захоронений и кладбища. Все со скоростью заполняется. Мест все меньше и меньше. Но, к сожалению, кладбище не резиновое. И, слава богу, открыли курган. Я думаю, что это на ближайшие даже годы. Кладбище Курган. Глоток живого воздуха в этой громкой тишине. Оно открылось почти год назад. Существует множество фобий, связанных с кладбищами, но страшнее другое – смотреть на то, сколько здесь еще свободных мест, предназначенных для кого-то из нас. Открылись мы в августе месяце. По сегодняшний день 970 примерно захоронений. В неделю всегда по-разному хороним. Бывает, что и один, бывает, что и по 15, по 10. Около 1000 человек. Казалось бы, не так много, если не знать, что должно быть их в 2 раза меньше. По крайней мере, так было до пандемии. Пандемии, которая создала новую реальность. Мертвые за себя не замолвят словечко, но вы-то можете. Ведь пока одни спят вечным сном, другие провалились в другой сон, бессознательного, не подозревая о том, что место уже заготовлено.